В этом году столицей тотального диктанта стал Якутск. Автором текста выступил известный современный писатель Дмитрий Глуховский, создатель книжной вселенной бестселлера «Метро-2033». 10 апреля на главной площадке тотального диктанта в Якутске он будет читать свой рассказ. Мы спросили у автора, о чем его новое произведение и с какими мыслями он полетит в Якутию. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Вы уже принимали участие в тотальном диктанте, вы читали текст. Расскажите, пожалуйста, про этот опыт. Я приехал в Лондон на книжную ярмарку лондонскую, и одновременно с этим там проходил как раз тотальный диктант. Мне предложили прочесть для аудитории, достаточно многочисленные, кстати, и очень приятные на вид, такие умные, светлые лица, что называется, текст Евгения Водолазкина, которого к тому моменту я еще как автор не читал. Он был как раз только гремел с романом «Лавр» в это время. С большим интересом принял участие, прочел, оказался впечатлен всей этой историей и тем, с каким размахом она по всему миру проходит. И подумал, что было бы здорово однажды, когда я вырасту, тоже стать автором текста тотального диктанта. Было это, наверное, лет, может быть, 7 назад или 6, в общем, достаточно много. Времени прошло с тех пор уже. Ну вот, как говорится, дожили. А какое вообще у вас отношение к тотальному диктанту? Я считаю, что очень классная инициатива, настоящая, народная, низовая. Люди самоорганизовались, филологи из Новосибирского университета придумали эту историю. И это не какая-то такая пыльная чиновничья тема, это совершенно какой-то такой на народном энтузиазме все это сделано. И люди принимают участие в этом диктанте не потому, что там как-то к этому подталкивают, потому что они сами всего этого хотят. И то, как они все это придумали, и те авторы, которые принимали участие, уже начиная там с Бориса Стругацкого, собственно, да, и те характеры текстов, которые были, в общем, все заставляет как-то с симпатией, интересом к этому всему относиться. А потом, когда я познакомился с людьми уже, когда мне предложили, собственно, стать автором и написать текст, я тоже оказался очень приятно удивлен тем, какие-то, в общем, милые, живые, настоящие люди, которые просто на энтузиазме на своем вывозят эту историю много лет уже, и насколько они просто любят свое дело. То есть это какая-то атмосфера такая между КВН, знаете, студенческим энтузиазмом такого, и учительской курилкой, я бы сказал, в школе, где люди, ну, понятно, что они там занимаются этим делом не за какие-то баснословные барыши, а просто из-за любви к своему делу. Вот, так что считаю, что очень круто, и они как-то очень быстро развиваются, и вот уже какие-то ведущие артисты у них тексты читают, и какие-то такие сумасшедшие партнеры у них есть, которые им помогают все это делать, и число людей, которые по всему миру пишут, какое-то, ну, запредельное, там какие-то сотни тысяч человек. Так что я очень уважаю, в общем, что они делают, и считаю, что для меня лично присоединиться к тотальному диктанту в качестве автора вообще никаких не вызывало, это предложение никаких сомнений не вызвало, для меня это, в общем, почетно. Я знаю, что вы сразу согласились стать автором тотального диктанта 2021 года, когда на вас вышли с такой инициативой. Вот мне интересно другое. Когда вы об этом узнали, идея для рассказа, она родилась в этот момент или все-таки она зрела и до этого? Также я прочитал, что организаторы, когда они к вам обращались, они просили вас написать текст, связанный с постапокалипсисом. Да, была такая история. Люди производят апдейт своего представления об авторе. Писатель достаточно медленно. И хотя у меня там выходил в прошлом году, даже 3 года назад, книга «Текст», и там в прошлом году, там позапрошлом, просто год, пандемия просто вываливается, у меня вообще его за год не считаю. Выходил фильм по нему, но они вот как-то укоренили у себя в сознании, что я, значит, автор постапокалиптических текстов, и что я, значит, должен для них тоже в этот тяжелый пандемический год что-то такое постапокалиптическое написать. Но я, честно говоря, с этой темой чуть уже попрощался и хотел вообще что-то не фантастическое для них сделать, хотел сделать что-то и не политическое, потому что, ну, как сказать, есть и другие темы тоже для меня. Хотел сделать вот историю совершенно личную, человеческую, в очень большой степени вдохновленную какими-то событиями этого лета, происходившими в жизни моей семьи, разговорами, которые у меня были там с детьми, с родителями и так далее. И, в общем, я решил такую историю как бы написать, которая была бы история о каждом, которая объединяла бы, а не разъединяла ни в каком из признаков, да,
и с которой мог бы каждый человек буквально, ну, там, среднего возраста или ребенок, или старшего возраста себя соотнести. Тема межпоколенческих отношений, тема наследия и так далее. Тема места женщины в жизни и в обществе, которая меняется, слава богу, и достаточно быстро и радикально. В общем, я к ним вернулся с готовым уже текстом. Они его прочли и сказали, что, в общем, они его берут без каких-либо там уже дальнейших обсуждений, возражений. Немножко там пришлось его подрихтовать напильником, потому что он какие-то части были длинноваты, и побоялись организаторы, что там аудитория не выдержит. Хотя, с моей точки зрения, могли бы аудиторию-то выдержать, потому что там речь шла о 2-3 лишних предложениях. Но, тем не менее, удалось в итоге как-то все это так утрамбовать, уложить, так, чтобы смысл не терялся, эмоции не терялись. Поэтому итоговый текст, я думаю, должен слушателям зайти. Вы уже немножечко нас погрузили в мир подготовки к тотальному диктанту, но все-таки у организаторов есть еще какие-то требования к авторам, которых они подбирают? Ну, после того, как я предоставил первый, в общем, черновик своего текста экспертному филологическому совету, дальше они каким-то образом предложили какие-то слова там предложили они заменить, но слова я свои не сдавал, потому что я за это очень бьюсь. Какие-то они предложили реконструировать предложения, предложили предложение, значит, где-то там соединить два разрозненных предложения, где-то наоборот какое-то слишком длинное предложение разбить на куски, где-то поменять знаки препинания. Там вместо, допустим, запятой предложили там ставить тире, чтобы проверить, как люди умеют пользоваться там тире и так далее. Вот, поэтому какая-то незначительная работа мной потом еще совместно с филологическим советом была проведена. Но так или иначе это остался совершенно мой текст и по смыслам, и по, в общем, по объему, по большому счету, но и по духу, настроению, атмосфере. Я знаю, что ваш рассказ, который лег в основу тотального диктанта 2021 года, уже экранизирован. Это будет короткометражка. Так вот, расскажите, как шла работа над фильмом и где можно будет посмотреть эту картину. Дело в том, что текст состоит из, по просьбе организаторов тотального диктанта, текст структурирован как 5 фрагментов. Каждый из этих 5 фрагментов небольшой будет, собственно, надиктован в одном из часовых поясов, да, в которых будет писаться тотальный диктант. Но попросили меня их объединить, 5 фрагментов, единым каким-то сюжетом в некий такой более крупный, какую-то более крупную форму, какой-то более глобальный нарратив. То есть каждый из них имеет начало и конец из этих фрагментов, плюс вместе они формируют большой рассказ. Но поскольку драматургия предполагает ради концентрации внимания читателя, чтобы происходили какие-то надрывные моменты, и чтобы все заканчивалось неочевидно, клиффхенгерами, чтобы ты волновался за героев, так и происходит и у меня, что есть там моменты, конечно, когда все заканчивается в миноре, некоторые части, и побоялись организаторы тотального диктанта, что если люди придут на площадку и увидят историю, которая заканчивается ахово, и ты начинаешь волноваться, то как бы уйдут они вместо того, чтобы уходить на позитиве, с хорошим настроением, уйдут подавленные, мрачные, встревоженные. Вот, поэтому мы решили снять фильм, который не рассказывая бы словами, что происходит дальше, как все заканчивается, хорошо. Чтобы, тем не менее, у тех, кто будет писать, сложилось впечатление, свое представление о том, что именно они, значит, ну, часть какого сюжета они сейчас пишут. 10 апреля вас, конечно же, ждут с нетерпением в Якутске, где вы будете читать свой текст на главной площадке тотального диктанта 2021 года. И вот мне интересно, что вы знаете о нашей республике и, может быть, когда-то были в гостях в Якутске. Я был в гостях, я был несколько лет назад, меня приглашали, чтобы провести творческий вечер, и я выступал. Мне кажется, там было человек 500 в зале, меня выпустили на главную сцену Якутского государственного театра оперы и балета, и я прямо натурально, значит, развлекал двухчасовым стендапом о своей жизни всех собравшихся, и люди, ну, большая часть, просто мне кажется,
не очень, в то время, по крайней мере, насыщенной была культурная жизнь, и люди были, ну, как бы не все в курсе, кто приехал, но кто-то приехал, что-то происходит, пошли. И я поэтому часто объяснял, кто это такой, я часто отвечал на вопросы, но встречали очень радушно, очень, очень добродушные люди, очень гостеприимные. И то, что я услышал, узнал о Якутии, это все как-то мигрировало между пространством мифа и пространством реальности очень свободно. То есть мне рассказывали, как какие-то высшие государственные чиновники приезжают к якутским шаманам, чтобы устроить свои дела, значит. Причем мне это сотрудники телевидения рассказывали. И я с удовольствием потом все эти байки людям про Якутию пересказывал, значит, умножая и укрепляя представление о Якутии как о самом каком-то таком волшебном и мифическом крае на российской территории, в российских границах. Вот. Поэтому представлять, что всего лишь 5 часов на самолете от Москвы, и ты попадаешь в какую-то волшебную страну, где ночью нельзя машину оставить на улице, только если она заведенная, потому что значит ты ее как бы с утра двигатель не запустишь. И вот это все. Так вот, вы приедете в Якутск сейчас, поближе познакомитесь с нашей культурой, и можем ли мы рассчитывать когда-то на появление в ваших произведениях героя из нашей республики, или, может быть, какое-то действие вашего романа тоже перенесется в Якутию? Я совершенно не исключаю, что это меня вдохновит. И в прошлый раз когда я приезжал, у нас была в самом разгаре серия «Вселенная метро 2033», где вот разные авторы из всяких мест писали свои истории про героев, помещенных в обстоятельства вселенной метро. И даже я вроде бы как договаривался с режиссером Андреем И, который в то время переехал. Вообще, конечно, так или иначе надо понимать, что если я буду писать про Якутск, это будет все равно взгляд москвича-туриста, да, то есть он будет такой поверхностный. Надо, я думаю, чтобы точно все это описывать, надо, ну, по крайней мере, часть детства или юности провести. Иисус Геласимов может на эту тему правильно написать, потому что чтобы пропитаться вайбами, какими-то ощущениями жизни в том или ином месте, тем более, когда это какая-то с этническими элементами культура, да, надо к ней принадлежать или очень много времени в ней провести. А все остальное будет таким поверхностным туристическим взглядом. Поэтому прямо писать про Якутск я бы, наверное, не решился, если бы я там не пожил. Это большая ответственность, и не хочется какие-то такие, знаете, ну, клишированные выдавать картинки истории. Но то, что Якутия, безусловно, повторюсь, для меня, а я довольно много ездил, и, в принципе, везде, кроме Дальнего Востока, я бывал, Якутия оказалась для меня таким главным заповедником волшебства, как бы вроде очень знакомого и понятного, и при этом совершенно такого неожиданного, удивительного. Начиная с того, что, понятно, что якуты выглядят, ну, максимально неславянски, и при этом они говорят, ну, на потрясающе хорошем русском языке без акцента, ну, все люди, с которыми я был знаком, то есть это для меня был такой, как бы, ну, удивление и очень приятное удивление. И при том, что сам по себе город живет очень современно и там, ну, благоустроен и так далее, и рядом с ним вот находятся все эти, там, ну, не знаю, там, чумы, юрты, шаманы, и все это является совершенно органической частью жизни. То есть это круто. И это вот, мне кажется, одна из тех каких-то крутых, классных вещей, которые, в принципе, в российской версии, в российской версии плавильного котла существуют. Дмитрий, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо большое. Всего доброго.